Меня зовут Николай Леонов, Николай Николаевич. Ну, тут кажется, что имя по батьку уже не белорусское, и треба было бы дядька Николай, бо просто дядька усталевавшийся в контексте. Ну, я кому более хороший. Ну, такое питание, оно, Максима. Ну, что, я кандидат физико-математичных наук, скончив математичний факультет Белорусского державного университета, натурально довольно давно. И все життя займаюся практичными применениями математики. Ну и некой ступени її викладання. Зараз я доцент кафедри функціонального аналізу Мехмата БДУ. Ну, я не буду некое пытание среди вас, там, быть прозвище и так далее, ну, лепей так у процессе мы это заробим. Я дозволю себе такое питание. Белорусская мова выкладания ни у кого не выкликает там неких, не страшно. Ну, питание задавать можете як завгодно, по-белорусски, по-русски, по-английски, только не надто худо. У меня навод, коли в народной мове надто худо говорить, я сейчас не поспеваю. Вот. А так, як завгодно. Так ось, об математиці. Я бодай, що всякі спеціалісти, які більш-менш серйозно ставляться до своєї справи, дозволю собі сказати, свого ремесла, хоча, зрозуміло, я отделяю это от стиля ремесла. Ну, часом задумываюся над такими абсолютно першостными речами. Что такое математика, что такое математичное мышление, а какая это ее корысть, ее корысть. Что такое математика? Ну, количество, один из этих количество званых классиков марксизму и ленинизму, Менавита Фридерих Энгельс, сказал, что математика – это наука об кількісних соотносинах и просторовых формах материи, сусвета. Ну, это машина, это так. Это так, или это не ничего не говорить об тем, як это робится. Формулы, если поделы математики разделы, так сказать, где нема формулы, скажем, огульная топология, там формулы, ну, символы есть, математичные формулы, так, властно кажучи, нема. Лічби, так само не завсёды. Ну, скажем так, и вот я поспробую мой некий досвід викладання математики не спеціалістом, в приватності гуманітарія, на щастя, ось мав я такий досвід, дуже цікавий, вельми цікавий. Він мені переконав, що лепей про приклади, а не про некие означения, докази и так далее, и так далее. Один з буйнейших математиків минулого століття, Рихард Корен, сказав, що ось гэты строгие формы, гэта в пэўнай меры форма, а змест
гэта, як ён сказаў, інтуїція і конструкції. Ось я спробую показати, як працюють ось гэтыя простенькие конструкции. Слушай, эту слово я жду, бо я не маю звычку так шмат рухаться. Я сказал Калине Вячеславовне, что одну лекцию я уже так оттанчивал перед студентами. Ну, ничего не знаю. Так вот, ось такий приклад. І він колись мені виразив. Реклама. Після, здається, 2 тижнів, ну, гэта не принципово, 2 чи 3, здається, 2. Уживання нашого крема, кількість морщин зменшается на 73%. Я не памятую, вы справді не памятаю, не только я боялся антирекламу никакой робить, не памятаю, хто давав эту рекламу. Нехто з гарантів ось сусветного там парфума і косметики. Ну, не памятаю там Хэмл, чому-то, не памятаю. Ну, ось 70%. Ну, зразумело, коли я привожу этот приклад, вы, люди разумные, знаете, что щось тут не так. Коли все было так, ну, что я это... Справді не так. Справді не так, на мой погляд. Я спробую обґрунтувати. Скажите, ну, ось так, что тут добре? Ну, вынік блескучий. Как бы все так допомагало в этой ступени. Ну, эффективность всего, что мы робим, была б ось такая. Тем не меньше, ось ничего тут не бентежить. 3. Ніяких сотих, ні десятих, ні сотих. Ага, добре. 3. Такая круглая лишка. Може 5 це теж було б кругле. 3. Ага. Больш даверу, калі ось так. Ага. Я хотел к 10 кроков позднее до вас апеллировать. Маленький секрет. Галина Вячеславовна у нас не только профессийный выкладчик и профессийный методист, она еще профессийный психолог. Значит, надто докладная лишь. Надто докладная лишь. І гэта. Але є тут ще і некие інші речі. Ось давайте проаналізуємо. А что такое колькость морщин и як их лечить? Есть люди разностайно одораные в мастацким сенсе. Я разностайно бездарный, что тысяча всяких мастацтв. Тому малюю я просто жудостно. Ну, вы уже порабачите. Ну, такие носик, такие теопатенькие. Это морщина. Червоним треба було. Ну, добре. Математики не такі умовності. Ну, кольки морщин? 6. Добре. Ми покористалися, не ми, некто. Як это у Аркадія Райкіна старає таке, ми його не шануємо. То його стало ось таке.
колькі маршчын? Две. Так. Вось гэта одна маршчына, Да. і гэта одна. Скажите, а може треба було б ось кожний такий хвостик особно лишити? Да. Як мінімум, не зрозуміло, про що йде говорка. Що таке кількість морщин? Може, площа треба було казати. Площа. Длина. Да, сума, опа, процесс пошел. Площа. Да, суммарная довжина. Добре, суммарная довжина. Есть вообще-то. Площа. А что такое площа? Вот тут есть выдатная думка. Давайте проанализуем. Ці просто гэта абсолютно разумная, слушная праводома. А вось давайте поглядим на эту машину. Ці можна намалювати, якую площу яна займає? Поспробуйте. А? Ну, або скажіть, як вам більш комфортно? Ось глядіть. Треба злучити усі кінці. О! Угу. Так, тут потрібно нічого. Угу. Ось так. Ось так. Можна так. А ось тут я зароблю криху інакше. Ось так. Ось так я введу. Ось так. І тут знутрі, ось я введу і скажу, площа – это то, что поміж ось этими двумя зелеными рисами. И так можно. И что лепить? И что лепить? Я уже не кажу про то, что есть, видите, кажут, ну, такая легкая сетка морщин. А есть, вы видите, кажут про глубокие, их порівнюють с борозными. Что горше? Такое, одна вот такая глубокая, там, широкая и так далее. То вот объем яе. Я уже не кажу про это. Абсолютно незразумело, что мається на увазі. Это первое. И другое, вот то, что вы сказали. Подозрода докладная лишба. Мы не будем, принаймні зараз, даваться в подробязности, але такое питание. Мы опытали, ну так, випадково добрали 100 жихаров нашей краины и высветили, что шестьдесят 4,72% нашего насельництва супроть приватной властности на землю. По 100 человеках можно робить вывод такой докладности? Интуитивно понятно, что зрозумело, что нельзя. Так и тут. Можно тут, ну, поразважать, там, протягнуть некую статистику и, скажем, коли вот это вельми сумнівне, як ми переконалися показчик, кількість маршин замінити таким, ну, більш визначеним. Кількість людей, у яких є маршини, хоча питання тим, є маршина чи ні, так само тут, ну, трошечку
ці то ёсць, ці то нема. Ну, допустим. Дык вось, калі нават замяніць гэты паказчык вось таким істотна больш вызначаным, то мы кажем 73%, гэта значыць, што мы прэтэндуем, што дакладнасць нашага лічба, якую мы прадстаўляем, не менш за 1%. Бо мы, иначе бы мы сказали, более за 70, близу 75, нечто такое. Коли ж мы кажем так, значит, мы хотим сказать, что не менее за 1%. Так вот, можно показать, что для того, как заработать вывод такой докладности, можно сказать, сколько людей надо, так бы мовить, пропустить, який об'єм статистики нам потрібен. До речі, є некая вельми простая формула. Я так, сам шмат займаючыся гэтымі штуками, я шмат гадоў супрацоўнічаю з сацыёлагамі у прыватнасці. І вось вызначыў, што ёсць некая вельмі простая формула, якая звязвае дакладнасць такіх штук, колькі як дакладнасць вызначэння нейкай долі и колькость, кажется, объем выборки. И это довольно просто. Я не буду всего сказать, вот скажем так, нечто зараз продемонструем, а может потом мы до этого вернемся, особенно, если это будет кому-нибудь цікаво. Так вот, есть такая штука доверальная имоверность. Я не буду давать формулировки, это надейность, скажем так. Наибольш популярная у таких справах величина, якую беруть, якая лічыцца дастатковай і разом з тым, не занадто уже такой жорсткай. Это 95%. Скажем так. Так вот, при этой доверальной имоверности, как вызначить кольки плюс-минус вот отсотку, это будет так. 1 на корень из n. n это объем нашей выборки. То есть дельта, плюс-минус дельта. Мы претендуем на 1%. Это значит 0, 0, 1 равно 1 на корень из n. Так, значит, отсюда. Не бойтесь, я корнями не буду вас это самое. Вы как помните со школы, что это такое? Гипология. Корень из n 1 поделить на 1/100, это будет 100, откуль n 10 тысяч. Как с такой докладностью, нават больше просто сказать, не что с чего мы начали. Надо, как 10 тысяч человек купили менавіта гэтым КРМ и гарантавана им карыстались, и нам бы не поведомили, типа лепила им, зникли у их машины, а еще лепей, как позволили нам поглядеть и зафиксовать вынос, применение этого. 10 тысяч. При этом это ж один вид КРЭПа. Это ж не вся продукция. Это реально 10 тысяч.
зразумела, гэта абсолютно нереально. До речі, ось відеошерах, яким суправджалися ось такі реклами, гэта неякі вони ось ішли неким часом. Там некие такие девчата, так, ну, 10 годов с 20 на выгляд, в окулярках, таких на таких носиках, с таким важным видом, с блокнотиками, так ходили туда-сюда, ніби догадайный доследчик. Тут мне вспоминается такое. Только в голливудских фильмах 22-ходовая блондинка с 4-м по мерам бюста может быть специалистом по ядерной физике. Перейду, не хочу перекладать, это вельми такая тарапная русская брыковская, куда конь с копытом, туда рак с плешней. Колись наших билетовиток, наглядевшихся на это, так само заробила такие роли, где такие девчаты с вельми серьезным выглядом ходили. Ну, что девчата в нашей краине женщины прохладные, что есть, что есть. Але, видать, Министерство гандлю на них нечто цыкнуло, и эта реклама вельми хутко зникла з экрану. Вот что мы маем. Просто насамрэч мы маем абсолютно типовую манипуляцию. Ничего тут просто не стоит. Вот этого, чего я мог вам и не казать. Справа не в этом. Справа вось у чым. Когда мы ушиваем математику, нам абсолютно просто. Первое, что мы робим, чего часто бывает достатково. Мы удокладняем, про что идти говорить. И часто так бывает, что оказывается, что этого достаточно. У меня есть старичная, там, очень, сестра, и она профессор медицины. И вот давно, когда она обороняла еще кандидатскую, она так мерковала, что ей треба учить статистику. Ну и, натурально, до меня она извернулась. Она вельми разумный человек и вельми добрый лекарь, и науковца. Мы поразмовляли, высветлили, что там потребно, и когда так в чистом выгляде вышла вот эта задача, я кажу, ось, и она каже, так что, тут ніяка математика не потребна? Я кажу, не потребна. Ну і все добре, ну не потребна. Ну, що ж я буду? Я вельми люблю свою там справу, і мені приємно, коли вона вживається, і це дає ніяку користь. Але там це не було потрібно. Так ось, ніякої математики, ми просто елементарно некий порядок усталювали, висвітлили, що тут нічого нема. Скажите, а никто не прогадает того, что вы, в чем вы сутыкались, что вы чули, бачили, назирали, чогосьці ось такого кшталту? Что нечто звязанное там, ну, не ведаю, с лічбами, а может не обов'язково с лічбами, что, скажем так, ну, принаймні вас, як людей розумних, не зовсім задовольняло.
скажем, калі прагадаеце, гэта будзе вельмі цікава. Ну, я і сам буду прыносіць нейкія прыклады і гэтак далей, але калі камусьці з вас штосьці падасца цікавым, і вы тут гэта прапануеце, гэта будзе вельмі добра. І так, зараз некалькі іншых прыкладаў. Некалькі іншых прыкладаў. Калі можна аб чымсьці гаварыць, толькі трэба удакладніць, пра што ідзе гаворка. Вось тут, я кажу, гэта проста нешта недобразумлівае. Гэта мы. А вось там, дзе ёсць нешта разумнае, але яго трэба неяк вылупіць. Гэта, ну, таксама нешта з маёй практыкі. Я вось колькі год супрацоўнічаю з групай лекараў, якія займаюцца распрацоўкай дасканалення, дыягностыкі пэўных захворванняў. Даволі сур'ёзна, скажем, пэўных відаў рака. Вось ёсць нейкія аналізы, даследаванні, обследаванні. Я буду для кароткасці казаць тэсты. Вось тест можа паказаць нешта, будем так проста казаць. Тест показывает, что альбо не показывает. Будем лишить так. Так, не, вот такие два значения. Не будем тут казать, там, более, менее, там, вот, те тест каже нечто заренное, те тест не каже, что нечто заренное. Итак, вот фраза, якую так, не претендуючи на докладність, ось один лекар уже. Ну, гэты тест ён дае там 30% ці што. Так, характеризовал его доклад. Так ось, про что ідзе гаворка? Ось, скажем так, 30%. Ось, что гэта такое? Что гэта такое? І ўвогуле, як характеризовать ось гэта? Гэта не так, гэта не такое простое пытанне. Скажем, для некоторых людей, скажем, МРТ, не МРТ, это компьютерная томография, гэта вельмі цяжкае выпрабаванне. Асабліва у тых, у кого ёсць пэўная клаустрофобія, вось калі іх памяшчаюць в замкнёную прастору, ім гэта вельмі цяжка. Таму тут трэба, хацелася б ведаць, а наколькі гэта неабходна. Ну, рэшце-рэшт, ёсць обследаванні і нетанныя, за які трэба плаціць немало і гэтак далей. Так вот, давайте пробуем. Итак, вот намалюем некую таблицу. Значит, тут хвороба. Ну, я буду так ставить. Плюс и минус. Ну, отповедности с тем. Есть она, внимание. Так. Тут некий тест первый. Мы будем говорить. Другие. Третий, ну, может, еще что подавится. Ну, так, может ходить. Так. Ну, не ходит, я домалюю так. И просто я тут ведаю, что я хочу забить.
бадай што так. Так, вот и тут 4. Так. Давайте поглядим, вот что есть. Вот некие люди, у гэтых хворых, гэтых. Нет? Так. Давайте пораўнуем, скажем, гэты, вот гэты тест. Давайте на яго поглядим. Ну, плюс гэта тест, ну, дае, уздымае трывогу. Глядите, человек хворый и тест, хвороба есть, и тест каже, есть, дает додатный вынік. Плюс. Зауважьте, во ўсіх выпадках, калі хвороба есть, ён сігналіць. Нет, четвертый, вось хваробы нема, а ён сігналіць. А вось тут он помылковую тревогу снял. Поглядим на гэты тест. Значит, ён не пропустил ніводнай хваробы. Але ён узнял лишнее. Поглядим на гэты. Гэты дарэмна нідзе тревоги не узнял. Але ён пропустил сапраўдную хваробу. Тут пропустил и тут. Ён таксама не ідэальны. А вось гэты, калі я не памыліўся, вось гэта ідэальны. Ах, і калі б можна было заўсёды на ўсякую хваробу мець ідэальны тест. Не было б аб чым гаварыць. Канешне, як правіла, гэтага няма. Я гляджу, як яны тут ўжываюць розныя тэсты і гэтак далей. Дык вось, гэты тут увогуле там, і вось гэты тэст увогуле і на мінусе дае плюс, і на плюсе дае мінус. Гэты абсолютно не ідэальны, гэты, прынамсі, хваробу не пропусціў, гэты не ўзняў дарэмныя трывогі, а вось гэта ідэальны. Давайте проанализуем. Вот гэты тест идеальный по гэтак званому показчику, які зовется адчувальность теста. Что такое адчувальность? Что такое адчувальность? Гэта доля тых выпадкаў, калі хвароба ёсць, доля з гэтых выпадкаў, доля тых, дзе ён сігналіць. Адчувальнасць. Гэта імавернасць таго, што ён хваробу заўважыць, калі яна ёсць. Гэта завецца адчувальнасць. Гэты тест і вось гэты тест 100% адчувальны. Гэты тест 100% мае по іншым паказчыку. Гэты паказчык завецца спецыфічнасць. Ён сігналіць толькі тады, калі хвароба ёсць. Але не абавязкова всякий раз. Ён, скажем так, по гэтым тесте человека не пахоніць дарэмна рабіць аперацыю. Вось так. Ну, а вось гэты завецца паказчык, які роўны 100%, калі
все совпадает, зовется докладность. Итак, это отчувальность, по-русски чувствительность, отчувальность, специфичность и докладность. Знову повторю, конечно, не існує ідеальних. Не існує ідеальних тестов. Скажите, давайте так, снова поразважаем. У теста з високою відчувальністю який виник каштовний? Що має велику каштовність у високоодчувального теста? Коли він дає плюс, або коли він дає мінус? Коли дає мінус. Бо він практично не пропускає. І коли він каже, все добре, з великою ймовірністю це так. У теста специфічного, високоспецифічного, каштовний, наоборот, додатний виник, бо він практично тільки тоді сигналить, коли хвороба є. Ну, а докладний. Ну, повторюся, коли б були 100% докладні тести, не було б проблем. А так, ось, коли кажуть 30%, чи 70, чи 90, чи 55, треба розуміти, про що йде говорка. Про що йде говорка. Ми висвітлили, що принаймні 3 розумні, погодитесь, разумные сенсы можно у этой лишбы вкладывать. Великой математики тут нет. Я мог бы намалевать некие формулы, я не ведаю, ці треба это робить. Ну, скажем так, на людей с гуманитарной эдукацией формула не денежная, так, кепская. Ну и я думаю, что зрозуміло, про що йде говорка. Ось я б сказав, математичний підход до проблем. Коли чоловік моєї спеціальності починає працювати, як це так, з конкретним спеціалістом, ну це такий умовний термін, я просто його для себе придумав. Наше ремесло, воно так само конкретне у певному сенсі. Перше, що доводиться робити, що ти мусиш зробити, це ось менавіта докладно висвітлити, про що йде говорка. А потім, видите, там всякі критеріївські квадрати і так далі, всякі комп'ютери, факторний, кластерний аналіз, це все, ну, видите, це вже техніка. Ну, а ось мислення в докладних категоріях. Ось, я б сказав, сутність математичного підходу. І этому, скажімо так, і этому навчитися може абсолютно кожен. Тут в сутності нічого нема такого. Просто подумайте, про що йде говорка, що є що. Ось. Ну, давайте так. Поки не стремимся. Зараз такое, это нечто легкое, это просто некий корыстный термин,
термін не у сенсі сорок, а у сенсі термін, які, скажімо, ось на Заході він давно усталювався, а у нас ще так не вірить. І нам для наших розмов ми будемо вести говорку про речі не надто складане, пословно. Це буде полезно ведати і увогуле. До речі, недобросумленная гульня, ну, тут два терміни, і вона так само має місце. Итак, Слава, я ей сказал, я к психологу, увогуле, мой добрый дорадца, я говорю, я привык до дошки и крейды. Ну, и коли не треба ничего экономить, молю, кольки хочешь, там, стирать. А тут папера, шкода, не шкодуйте, сказал. Не шкодуйте, будем. Итак, ось проводиться питання громадської думки. До речі, на конто питання, ну, ми, коли, ну, може сьогодні, може, інший раз розкажу про, тут є, так само нечто цікаве, але хоча б це так само зв'язано з математикою. І так. Ось проводиться некий моніторинг громадської думки. Там раз у год, чи раз на год, чи раз на полгоди, ну, не важно. Опитываются там, бу-бу-бу. И ось в неким годі некого політика підтримували 40% чоловік. А у наступному годі 60%. На колькі відсотків у гэтым годзе больш у параўнанні з мінулым? На колькі відсотків повысилася його підтримка? Ну, ви знову розумієте, коли питається чоловік, ну, є некая подколка. На колькі? Ну, тут же от знаков не ставить, тому мне реакция была корыстная. Я студентов своих закликаю не бояться помылок, и коли там нечто отказывают у дошки, там некие пропановы, я ніяк их не караю за помилковые отказы. Кажу, что коли я собрал коллекцию своих помылок и заробил за шмат год вручения и применения математики, то мы на 2 потянули. На сколько? На сколько? На 60 до 50. На 20. 50. 50 от На 20 года. Две думки. 50 и 20. Не будем пальцем показывать, кто что. 50 и 20. Так вот, скажем так, белорусские социологи, принаймні старейшего покоління, з якими, ну, принаймні, починав, коли починав свою працю у Зарікальні, вони всі кажуть на 20. І я їм, мені тоді не запентишило, я кажу, слухайте, не на 20, коли у 1,5 рази. Коли ми ось нечто інше, некий чоловік за год заробив 40 тисяч там умовних 11, ну ніж, так? А у наступному годі 60. Ну тут все скажуть, на 50%, конечно. А тут ось, я казав, ну 1,5 рази на 50%. Ні. І я не забывся про це. І, ну, добре, так вам. Коли вы так привыкли, ну что, силой же ничего не заробишь, ну надо.
А потім звів мені льос, зник американська фірма, яка займалася, і зараз, що займається розміщенням реклами в інтернеті. І вони часом проводили опитання в інтернеті, щоб поглядіти, наскільки ефективна ця реклама працює. А я їм робив статистичну опрацовку этого всего, писал там справоздачу, ну, на английской мове, все это. И я вот у такой ситуации я написал на 20%. Ну, ну и одразу же оторвал, что не на 20, а на 50. Так вот, терминология, яка дозволяє все. На 50, вот такая ситуация, на 50 отсотков, альбо процентов, альбо на 20 процентных пунктов. Чули такие термины? Процентный пункт, 8. То бок, процентный пункт, это можно сказать, адзінка абсолютной колькости, коли эта колькость выбирается у процентов. Коли яна аднолькавая. Коли яна аднолькавая. То бок, гэта процентный пункт, гэта процент не гэтага, а вось усяго. Вот это, значит, ну, по-белорусски процентный пункт, я думаю, так сказать, можно отсотковый пункт. По-русски процентный пункт, по-английски percentage point. Это percentage points. Вось на Заходе гэта вельмі разделяют. И вось вокруг гэтага есть таксама бывает. Таксама недобросумленная гульня. Коли хочет показать, что оно более уживают проценты, а коли хочет занизить процентные пункты. Ну, вядома, бывают и такие добросумленные помылки, бо гэты термины, повторюся, не зусім усталяваўся. Хотя, вось моя коллега, загадчица зараз математичного сектора Института социологии и Академии наук Алена Бардачова, она выкладае, она вельмі добрый выкладчик, ось она выкладала колькі год то, что ранее Наргасом звалася БГРУ. И ось она не повела сюда своих студентов, ось она усіх было абсолютно. О, до речі, сьогодні едем. Я памятаю, что сегодня ее народины. Вы не говорите. Вот. Так, для розрадки, бодай, що історично перший приклад маніпуляції, які так я пам'ятаю, ще ну, в подростковому зрості гэта провучала, а потім уже я пішов, що там на самом деле було. Ну, фактичний глава, лідер нашої тогочасної країни, Советского Союзу, Никита Хрущев, поїхав у Сполучені Штати. Ну, там він зустрічався з тогочасним президентом Сполучених Штатів Ейзенхауером. І ось вони, ну, там все і формальні були некие процедури, неформальні, ось там було споборництво, ну, плавання. Ну, в бассейне они были. Некое споборництво было. Поведомление было такое, что
что Никита Сергеевич занял другое место, а Дуайт Эйзенхауэр перадапошняе. Там не было абсолютно ніякай хлусні. Гэта так і было. Хрушчоў заняў другое месца, а Эйзенхауэр перадапошняе. Правда, плылі яны ўдваіх. Вось. Добра. Ну, зараз так, ось заходячи з часу, який у нас стається, так, є так два сюжети. Один крыху ось в гэтым, близко к штабу, а другі зусім іншы. Паколькі вы народ дарослы, што зменім крыху так для разнастайнасці, гэта будзе лягчэй, каб не стамляць. Калі вось так сказаць, які матэматычны тэрмін, ну, па маім уражанні, лічыцца так сімволом матэматыкі ў горшым сэнсе, нешта нуднае, змрочнае, незразумелае і гэтак далей. Вось у мяне ёсць нейкі кандыдат на такую роль. Вось на ваш погляд, ну, мой погляд это погляд знутры, а вось звонку. На ваш погляд, якое паняцце матэматычнае, ну, служыць класічным прыкладам чагось такога жудаснага і гэтак далей. Статистика. Интеграл. Жудасная. Я зараз паспрабую показать, дзе ён працуе проста, ад яго можа быць нейкая карысць. Так. Вось ну, допустим, некие там замеры робятся. Ну, скажем, тых замеры громадской думы, замеры некого параметру физичного, техничного, все, что хочешь. Все, что хочешь. Вось роўны там. Я не ведаю, што мы мераем. Ці падтрымку нейкага дзеяча, ці там што абсалютна, ці электрычнае напружанне, это абсалютна не важно. Ну, маем некие показчики, некие лишку, которые не были лики. Ну, вы ведаете, так вот, лишки. Ну, конечно, калі мы хочам неяк представить, что атрымалася, трэба все гэтыя лічбы прывесці. Там, ну, калі гэта гады, там, ну,
ну, скажем, 9, 2010, 12, вот за гэтыя 5 год. Ну, зразумела, не заўсёды гэта зручна, і таму, што там казаць, мы ўсе ўжываем паняцце сярэдняга. У сярэднім сторону. Конечно, сярэдняе не ўсё адлюстроўвае. Гэта як сярэдні доход насельніцтва, вы разумееце. Альбо, ну, ведаеце, гэта змрочны жарт, сярэдняя тэмпература па шпіталі. Ну, улічваючы, кажуць, аддзяленне гнойнай хірургіі і морг. Ну, вось, тым не менш, гэта, ну, склали и поделили на колькость померов. Ничего тут хитрого нема. Я не буду это робить, вы все это ведаете, это абсолютно понятно. А вось уявім сабе, што вось рабілі мы гэтыя замеры, але чамусьці так, ці то нешта у арганізацыі было нядобра, ці то фінансавання не было. Ну, скажем, калі гаворку весці пра замеры грамадскай думкі, гэта не танная рэч, гэта не патрабуе выдаткаў такіх немалых. Ну і вось яно у нас так нераўнамерна атрымалася. Ну, што-небудзь такое. Вось тут мерілі раз на год, а тут вось неяк грошы былі, яшчэ тут памерылі, нешта атрымалася. І тут памерылі. Ну, гэта там 2011 с половой, а тут 2012 с половой. Скажите, а як у гэтым выпадку рабіць? Калі мы хочам ведаць, ну, неяк ацэніць, якое было сярэдняе значэнне вось гэтага паказчыка вось за гэты перыяд. Ці будзе правільна, пытанне зразумела ж аб гэта, ці будзе правільна, калі мы зноў гэта заробім, складзем усё гэта і падзелім на колькасць вымярэнняў. Іх зараз ужо будзе не 5, а 7. Вось гэта будзе правільна, альбо гэта не будзе правільна. Што значыць не будзе правільна? Не будзе адпавядаць, ну, практычнаму сэнсу, нашай інтуіцыі і гэтак далей. Ці будзе гэта правільна? Не, не будзе. Не будзе. Чаму? Потому что у нас уже есть среднее значение по году, а мы еще раз возим некий новый фактор. Ну, скажем так, тут яно не сярэдняе по году. Мы просто меряем вось, ну, 10, скажем, 1 студеня кожнага года. А тут мы померили еще и, калі гэта, ну, скажем, 1 ліпеня, сярэдні год. Вось гэта. Яно не сярэдняе по годзе. Так вось, гэта не будзе правильно. Чаму? Ну, чому ми поміряли? Може там спад громадської думки відбувся. Ми поміряли теж неправильно. Не, Не, адрески неровні. Гэта будзе не... Адрески неровні. Неровны адрес. Ведаеце, вось ёсць такі прыём, матэматыкі яго ўжываюць даволі часта, і яго можна ўжываць. Гэта
і розглядання так лімітового випадку, по-русски предельный случай. Допустим, что мы, вот уявим себе, проведем мысленный эксперимент, что мы вот у опошний месяц там, вот этого года, проведем, ну будем проводить кожный день замер. Вот тут у нас их будет 30 штук. И коли мы будем робить по ранейшей методике, знову складем все гэтые вымярэнні и поделим их на колькасці. До чаго будет близкий вынік? Мы можем абсолютно не ведать эти лишбы, але можем сказать, что отрымается. Коли вот тут у нас будет 30 померов, а тут 6. До 30 это. Все будет, вот, вынік будет близкий до этого. Бо колькостью своей гэтые вымярэнні просто задавить гэтые. Так недобро. Так недобро. А як добро? Ну, поспробуем так подумать. А як би добро зробити? Вот едем мы на автомобиле. Ну, почему на автомобиле? Там спидометр есть. Можно и там и технику, але тут спидометр. Дорога добрая, хуткость постоянная, потрымливаем там, ну не ведаю, кольки. Там эти, ну там добро, 100 километров в годину, не спыняемся, мы так и поели, и все такое, не треба нам не дешево спыняться. И вот так 3 годины едем. Дитячее питание, кольки мы проехали, некой тут подходу, ну, зразумело, 300 километров. 300 километров. Так, а потом дорога пошла вгору, мы снизили хуткость до 80 километров в годину. И так поехали еще 2 годины. Ну, зразумело, там мы проехали 300, и тут 2 годины с хуткостью 80. Мы проехали 300 и 160, 460 километров. А зараз давайте намалюем некий малюк. Вот это вот. Тут мы ехали с хуткостью 300, а тут с хуткостью 80. Давайте тут вот откладем. Тут мы будем час. А тут хуткость. Давай ставим 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100, ну, вот что будет. Теперь, видите, есть такие, есть в певном сенсе 2 способа выкладания. Просто подводить человека, и он сам скажет, вот давайте зробим так. Вот как вы тут уже не раз сказали. Тут кажу інше. Ну, это разумные люди, дійсно, это еще некие початки были у старожитных греков.
Ну, а такие гиганты думки, як Лейбниц, Ньютон, ну, яны тут это уже Гегель довели до розуму. Ну, давайте возьмем у готовым выгляде то, что они придумали. Готовым, але вельми просто. Вельми просто. Дык Калі мы едем с постоянной хуткостью, як мы вылічаем, едем некий час, як мы вылічаем довжиню шляху, які мы проехали. Ну, помножаем хуткость, шлях там S, помножаем хуткость на час. Ось у нас час, 3 годины, ось у нас хуткость 100. Давайте поглядим на гэты прамавугольнік. Ну, калі напружыць памяць і узгадаць, чаму нас вучылі на уроках геометрии, то площа прамавугольника, яна роўная чаму? Здабытку, это произведение, гэтага на гэта. Гэта у нас час, а гэта хуткость. То бок, вот гэта площадь, это то, что мы проехали. Добро. А вось гэта то, что мы проехали за 2 годины по горшей дороге. А вось уся гэтая площа, гэта то, что мы ўсяго проехали. Некалькі дзіўна, вось крыху тут інтуіцыя незвычна. Ну, площа нам показывает даўжыню. Ну, даўжыню лепей было б ілюстраваць, здавалася б, даўжыню нейкай лініі. Ну, вось так. Ну, гаворка ідзе пра нейкія, ну, так площа. Скажите, а вот теперь зараз, як бы вы подошли, я не пытаюсь чему ровно, як бы вы подошли, як разумно подойти. Снова-таки, вы бачите, что тут в математичном подходе. Все же это берется не оттуда. Мы хотим ведать. Ну, допустим, потом мы это применим до этого. Коли поспеем сёння, коли не поспеем наступны раз. З якой сярэдняй хуткасцю мы рухаліся вось на працягу гэтых 5 гадзін? Як да гэтага падысці? Калі хто можа даць нейкі слушны адказ, ну вельмі добра. Калі хтосьці падкажа нейкі спосаб дзеянняў, на ваш погляд, такие слушные, мэтазгодные, гэта тоже будет цікаво. Як падысці? Вось ехали 3 гадзіны с хуткасцю 100 км в годину и 2 гадзіны с хуткасцю 80 км. Что разумно лічыць сярэдняй хуткасцю? Что разумно лічыць сярэдняй хуткасцю? Як яе разумно вызначыць? По годзінам. А? По годзінам. По годинам. Да. Кожны 3 годзіны на 100 помножить. Ага. Подать. Да, 2 на 8. 2 на 8, ну, средняя. Тогда... Разделить на 5. Або, ну, коли по площі, то посередині. Посередині. Коли посередині. Посередині нельзя. Нельзя. Ага. Ну, что 5 отрезков получается, да. Скажите, давайте так. Давайте так. Мы проехали 460 километров за 5 годин. Вот отсюда мы можем... Да. 460 разделить на 5. 460 поделить на 3. Угу.
460 поделить на 5. Скажите, а ну, что мы отрываем? Ух. 92. 92. Так, 92 километра в годину. 92 километра в годину. Добре. А зараз питання, адказна якої відавочне, воно виникає з того, що ми тут робили. А коли б ми з самого початку, не використовуючи перевагу доброї дороги і не зважаючи на там некі вибоїни ось гэтай кепської, підтримували б на протягу всіх 5 годин ось гэтую хуткость, 92 години. Кольки б ми за наші 55 годин проїхали? Ну, столько. Таким чином, что такое средняя хуткость? Это такая хуткость, что коли б мы ее подтримували на протягу того часу, за який мы вылечили эту среднюю хуткость, мы проехали столько, сколько мы проехали. Вот что такое средняя хуткость. Вот что такое средняя хуткость. То бок, добре, рушим криху далі. А зараз хай у нас буде некалькі іншая ситуація. Такая дорога у нас і по якості, магчыма, вельмі неодностайная, такая неоднородная. Альбо рух, десьці мы едем свободно, там никто нам не перешкажает, а десьці там скапливаются машины, мы не хуткость снижаем, еле тягнемся и так далее. Ну и не сочим мы постоянно за спидометром, а так в некие часы назираем некую хуткость, поглядели так, записали. И навод я не кажу, что поразровное действие поглядели про полгодины, а 10 годину не вспомнили про это спидометр. И вот снег померили. Вот тут мы почали рухаться с якой хуткостью. Ну и вот тут. С такими неровными промежками нечто там замерили. Я не провожу конкретных ликов, давайте попробуем так, без них. А ось як тут, визначить середню хуткость. Як тут визначить середню хуткость? Тут ось одна з властивостей математичного підходу, я не пам'ятаю, старожитний філософ, або не надто і старожитний, мені здається, старожитний, сказав, я ведаю тільки тоє, що нічого не ведаю. Сократ. Сократ? Да, вони людей не ведуть этого. Ага, дякую. Так ось, в математиці ми повинні ясно сказати, що ми ведаємо, і, що не менш важливо, ясно усвідомити і собі сказати, чого ми не ведаємо. Ось у гэтыя моменты мы ведаем нашу хуткость. Что было тут, может, она была тут такая.
а может такая. Мы это не ведаем. И коли мы хотим, тем не меньше, штосьці сказать, мы вымушаны робить некие допущения, некие меркавания у сенсе предположений, какие, ну скажем так, узгодняются с нашим властным досвідом, с досвідом там человечества и так далее. Вот это что мы ведаем, что не ведаем. Итак, коли б мы ведали так, что вот тут мы рухались с такой хуткостью, а вот в этот момент мы ее переключили, ну, дальше абсолютно імгненная хуткость не переключишь, ну, ладно, уже не будем на это зважать. Тут снова-таки мотивация треба усвідомляти, чим ми, ну, на що ми не зважаємо. Але ж ми гэтага не ведаем. Магчыма так. Магчыма, ось хуткасць тут была постоянная, а потом вот так упала. А магчыма, она поступово знижалась. Ось так. Скажем, линейно. А магчыма и не линейно. Итак, эта задача абсолютно надейного, бездокорного решения, потому что она такая просто, она не моя. Бо мы, ну вось не ведаем мы, что тут было, что тут отбывалось. Едем, говорим, слушай, вось там некая фора была, и ты скинул хуткость. Ничего не скинул, она, даремно, что великая, она рухалась, я ж бачила, что ты это самое. Есть такое, это абсолютно чудовное. Я это зову кирование сбоку. Есть у меня такие знакомые муж и жонка. Вот про его, моя жонка каже, для его машина это как протягнение его тела. Ну, вот везде дыхает. Ну, абсолютно. Одного разу он попал в некое здарение, коли некий дурень ему просто в лоб въехал. Так и то он переклался на соседнее сиденье и выродил житие. Вот. А его жонка, она чудовная женщина, абсолютно собранная и разумная. Але она не больше. Вот она побольше едет, и она все ему подсказывает. Тут еще моя, как говорит, полова так слухала, и так ему кажет, слухай, а як ты едешь, коли ей помощи нема? Ну вот, это так. Не ведаем мы. И может быть рост. Як тут нам заробить? Мы же можем так допустить, что ось тут, ось так было. А можем, что ось так. Які будуть міркування? У нас немає іншого часу і іншого розстояння. Як ви хотіли? Ми не максимум розстояння, яке проїхали за певний час. Ні, у нас гэтага нема. Ось ми, коли б воно було, тут все було б добре. Тут вот так, нема у нас гэтых слупов кілометрових. Ось тільки спідометр і власний спідометр, власний годинник. І назирання, на жаль, такі такі ось коробкові. Тут есть некий принцип, и он довольно глубокий, и вот на этом просто прикладе
Ёсць не... Мы можем лічыць, што было так. Гэта модель. Это модель. Яна не пярэчыць нашему эксперименту. Мы же можем лічыць, што так. Можем лічыць, што было так, а тут опа. А можем лічыць так, што было так, ось. Для того, как обрать одну модель из нескольких, потребны некий критер. И этот критер, он лежит, коли характер подходит, поза межах нашего эксперимента. Вось Кристи, один из батьков социологичной науки, немец Макс Вебер, сказал, что в певних ситуациях вкладаних треба послідовно вирішити дві задачі. Формулировка критера, перше, и другое – оценка по этим критериям. Здавалося, а ті ж можна інакше. А зараз узгадайте власний досвід, і колькі ви чули спрачок, коли спрачаються два баки, два чоловіки, скажем, і кожний по одной и той же. І вони підтягують критерії по ході спрачки, зрозуміло, кожний притягує такі критерії, які підтверджує його позицію. І це не має кінця. Коли ситуація не абсолютно проста, то можна притягувати ці критерії до безконечності. Ось коли ми робимо інакше, ось давай домовимося, що-нибудь гидке, нашей краине лепей быть незалежной, лепей войти у склада России. Ну и давайте. У нас там нема нафты, у нас там нема газу. А мы не хотим, как наши дети гинули там, не девушечные. А мы такие маленькие, нас кто-нибудь еще заходит. А коли мы вводим, так наше членовенство и так нечто там карате по карусе и хабар будет это робить у российских масштабах, мы увогуле там пишем. И это будет бесконечно. Давайте вызначим, что лепее, что мы разумеем под этим. Тогда можно. Так вот, так и тут. Этот критер треба сформулировать до того, как один из критериев выбора модели вельми такие натуральные, які. Это простота. Коли мы вот тут намалюем какую-нибудь синусоиду, это будет простая модель? Не будет. Коли мы будем такую с некими резкими скачками, вот так было, то опа, тут носки. Так само не вельми натурально. Вот такая, як кажуть, кусково-линейная модель, она уже не кепская. А коли мы тут сгладим еще больше, скажем так, притягнем не линейная функция, скажем, квадратичная, будет еще. Будет еще. Больше натурально, скажем так. Але вот эта кусково-линейная модель, чем яна добрая, что яна, значит так, один критерий – это простота, такая вот натуральность, скажем. Правдоподобность, как есть другие критерии. Наколькі з гэтай мадэллю проста працаваць. Вось гэтая мадэль, дзе кускова пастаянная, вось такая, яна
каб з ёй працаваць, вельмі зручная. Тут все пастаяннае мы маем. Вельмі зручная. Але она не надто натуральная. Вось калі мы тут не згладим такими складанными функциями, там многоскладами, многочлен, высокой ступени, это будет натурально, але вылечение нам будет тяжко робить. Вот, скажем так, кусково-линейная модель, она может быть принята как разумный компромисс. Таких резких и мгновенных скачков нема, и з ёю, як мы с вами переконаемся, з ёю легко працаваць. Вот. З ёю легко працаваць. Ну и на этом, не дотягнувши 3 хвилин до 1,5 годин, я бы хотел, успехи это так молотить языком я бы не хотел. Значит, давайте так подведем итоги нашего первого занятку. Значит, мы почали вельми просто и разглядели, як с використанням просто таких невизначених понятий робится такая математикоподобная вульгарная манипуляция. Мы разглядели нечто больше приемное, коли за лічбами, які характеризують, скажем, медицинские там доследования, стоит нечто разумное. Але гэта патрабуе удакладней, што менавіта мы маем на увазе. І далее мы пачалі неяк вывучаць падыходы да ацэнкі нейкіх велічынь, якія мы вымяраем неравномерно по часе. Коли частей, коли больше часто, коли больше редко. Мы переконались, что коли мы хотим среднее вылечить, то среднее арифметичное это не то, что нам треба. И вот не подошли до того, что можно не вылечать вот некие такие площади, каллиграфично подходят, не делить там на довжину. Вот на этом мы припинились. Тут высветлили, мы сустрели уже не проблему выбора математичной модели у такой простой ситуации. Поговорили о том, что повинны быть некие критерии выбора этой модели, и скажем, пропоновали кусково-линейную модель, и на этом мы спинимся и простыдим, я сподіваюся, мы это протягнем. Чи є питання? Все зрозуміло? Может, надо просто, а? Не, в конце. А? В конце не просто. Не просто, так? В конце. Ага. Мы гнать не будем. Видите, я ось якого гаїш даже принципу тримаюся, ось Галина Вячеславовна може прийняти. Я лічу, що лепей на нечем простым и ось так, и гэта, и за разных боков поглядеть, и ручками помацать, как не коволодать, чем я буду там нечто барабанить, и шмат ничего рассказывать, и не будет это користі. Колись, коли я викладав математику з соціологом, я, мне уже
немалий досвід сумісної праці. І ось видатний, чоловік невидатно скончив, і щиро каже, я з математики не пам'ятаю нічого. Я повикидував там і я майже інтеграли, ось оставив тільки то, в чому ми примерно так. Приблизно так. І ще, не шмат. Але ось то, о чим ми говорили, ми приміняли, і з розних боків на це глядели, і ось коли після мене вела статистику исследования, доказала, що гэта были подрахтованные студенты лепить. Тому, я думаю, не будем мы так имкнуться за великим объемом, а лепим мы так про ясность подбавим.